31 семейной паре уже оплачено лечение бесплодия по целевой программе. Напомню, что Кабмин утвердил межведомственную программу лечения бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения на 2025 год. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета фонда репатриации в размере 30 миллионов рублей. Основная цель данной программы – улучшение демографических показателей в республике. По информации Минздрава, более 50 заявлений было подано на получение помощи от государства в решении проблем бесплодия. Больше половины заявок уже одобрено, остальные находятся на стадии рассмотрения. Итак, что это за программа и кто может принять в ней участие? Об этом мы сегодня и поговорим. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. До 2023 года Минздрав осуществлял программу, которая оплачивала процедуру экстракорпорального оплодотворения бездетным семейным парам. В течение года данная программа охватила до 20 семей. Но с учетом того, что заявителей стало больше, в 2024 году Кабинет министров утвердил специальную программу, которая финансируется фондом репатриации. В прошлом году было выделено 5 миллионов рублей. Как оказалось, проблема бесплодия очень актуальна в нашей стране, и многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика. За последние 3 года число обращений в ведомство выросло на 30%. Поэтому на 2025 год финансирование было увеличено и составило 30 миллионов рублей. Тройной договор вообще между Комитетом по репатриации, Министерством здравоохранения и медицинским учреждениям, которые находятся, есть 3 медицинских учреждения, это в Сочи, в Краснодаре и в Москве. В 2025 году утвердили бюджет в размере 30 миллионов, около 23 семей уже были направлены на искусственное оплодотворение, где бюджет где было направлено около 12,5 миллионов рублей. Минздрав собирает документы, принимает заявления, соответственно, и комиссионно утверждает семьи, которые нуждаются в искусственном оплодотворении. И после этого мы в фонд напрямую перечисляют средства в медицинские учреждения и направляет заявителя. Цель данной программы – улучшение демографических показателей, обеспечение доступности лечения бесплодия с использованием метода ЭКО для населения. По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия более 50 семей. По этому вопросу ведомство работает с крупными российскими центрами, в том числе с Национальным исследовательским центром имени академика Кулакова. На данный момент у нас есть 54 заявления, то есть уже около 31 заявления были оплачены. Также сейчас все продолжается. Заявления, которые к нам поступали, то есть это были такие пациенты, которые приходили, просто консультировались у нас, и те, которые просили помощи, чтобы мы им помогли. На самом деле таких заявлений было достаточно много, то есть обращения по предварительно мы так посчитали, было не менее 150 заявлений. Это те пациенты, которые самостоятельно, оплачивают лечение. Подготовка самой программы включает в себя, то есть это не только терапевтическое, но и хирургическое лечение. То есть пациенты не в один этап, они ездят в несколько этапов. Как правило, это 3-4. То есть мы стараемся все необходимое включать, оплачивать. Если, допустим, тот счет, который нам выставляет клиника, мы не укладываемся, и нам нужно дополнительно оплатить,
конечно же, мы все до завершения делаем. Заявления от семейных пар принимают в Министерстве здравоохранения. Туда необходимо представить заключение врачей. Стоит отметить, что обращаться за помощью по программе могут не только семейные пары, хотя они, конечно же, в приоритете. К нам может обратиться любая семья, которым необходима эта программа. Значит, от нас требуются документы, это медицинское заключение. То есть, если это мужской фактор, то мы требуем заключения уролога-андролога. Если это женский фактор, то это акушер-гинеколог. То есть это выписка, которая с рекомендацией о проведении процедуры ЭКО с диагнозом бесплодия. При предоставлении такой справки мы оформляем заявление, собираем все медицинские документы, которые там, допустим, они на протяжении какого-то лечения имеют, паспорт супруга, также и супруги, и отправляем все в медицинские учреждения. Мы заключаем с ними договор, они нам выставляют предварительный план лечения и счет. То есть при предоставлении счета мы уже заявляем в фонд репатриации, который оплачивает данную процедуру. Вспомогательные репродуктивные технологии – это комплекс медицинских процедур, направленных на помощь в зачатии и рождении ребенка, когда естественное зачатие затруднено или невозможно. Он включает в себя различные методы, при которых отдельные или все этапы оплодотворения и развития эмбриона происходят вне организма женщины. Основная цель ВРТ – помочь женщине забеременеть и родить ребенка. Из различных методов решения проблемы бездетности данная программа оплачивает только метод экстракорпорального оплодотворения. В нашей стране мы этим занимаемся, то есть у нас самого процесса здесь не происходит, но подготовкой к ЭКО мы уже занимаемся, лет, наверное, 15 это точно. Наши акушер-гинекологи, у нас есть репродуктологи, которые этим занимаются. Мы готовили женщин, к нам приезжали несколько частных клиник, приезжали государственные клиники, с нами сотрудничали. Мы в частном порядке, к нам обращались, и мы этих женщин готовили на этот процесс. Они ходили в Минздрав, получали писали заявление, получали деньги и уезжали. И результаты у нас были очень неплохие. Но 3 года назад Минздрав уже сделал программу ЭКО, которая работает хорошо. И я вам сейчас скажу, у нас получается, что за последние 3 года, в 2023 году у нас 22 пары поехали на ЭКО. В 2024 году 18 пар поехало на ЭКО. Из этих 18 пар практически половина вернулись беременными. Этот процесс не всегда получается, это знают женщины и все пары знают. Это зависит от многих факторов, почему сразу не получается. Но результат шикарный, особенно в прошлом году. А вот в этом году, когда увеличился бюджет этой программы, уже у нас подано 54 заявления. То есть 54 пары хотят забеременеть. Но самое главное, сейчас я их готовлю к беременности, когда я пишу заключение, очень жалко, что эти пары обращаются очень поздно. Они обращаются через 5 лет, через 8 лет, а когда объявили, есть пары, которые 15 лет не имеют детей, но вспомнили, что им нужен ребенок. То есть они вплотную не занимались этим. И очень тогда, когда репродуктивный возраст большой, когда резерв уже репродуктивной функции снижается, тогда очень тяжело это все сделать. Но все равно у нас получается. У нас много женщин уже родили, счастливые пары, очень счастливые пары. Сейчас готовятся очень много женщин, которые уже 31 пара уже оплачена и занимается этим процессом. Результаты мы получаем все равно здесь, мы их знаем.
Существует мировая статистика, которая говорит о том, что если женщина решила забеременеть в 40 лет, то у нее шансов 18%, если в 41, то 15%, в 42 – 13%, и с каждым годом ей будет все сложнее и сложнее зачать ребенка. Поэтому специалисты говорят, что беременность нужно планировать в более молодом возрасте. И если в течение полугода после вступления в брак у семейной пары не наступает беременность, то необходимо обратиться к специалистам во избежание дальнейших осложнений. Главное, чтобы те молодые пары, которые вступают в брак, если в течение полугода нет беременности, уже надо обратить на это внимание. Если раньше ждали 3 года, потом 2 года, буквально года 2 назад считалось, что год, если нету, значит, беременность, уже диагноз бесплодия ставится. А сейчас в связи с вирусами, вот этими ковида и все, очень много стало мужского бесплодия. Женщин, которых мы берем на обследование, прежде всего обследуем мужей. И молодые бывают мужья, где мужской фактор является превалирующим. Поэтому очень важно, чтобы наши молодые пары, мы им говорим, если они к нам попадают, и вот если на программе «Пациент», это акцент надо сделать, если в течение полугода у пары не возникает беременность при регулярной супружеской жизни, то надо обратить на это внимание. А лучше всего, если они собираются пожениться, и у них есть такие, естественно, желания иметь детей, они должны до того, как они соединятся, обследоваться. Надо, если ты вышел замуж, если ты решил вести семейную жизнь, наш менталитет требует, чтобы рожали. Обязательно беременеть, обязательно рожать, и до 30 желательно отражаться, сколько ты хочешь детей. Тогда и дети будут здоровы, и твой организм будет здоровый. Если это будет позже, это обязательно включается какая-то гормональная терапия, обязательно что-то включается. Но в молодости ничего включать не надо. В основном природа сама создала тебя, чтобы женщина родилась для того, чтобы ее репродуктивная система работала. С возрастом могут быть всякие генетические риски, с возрастом могут быть воспалительные риски, с возрастом могут быть риски, которые связаны именно с женскими заболеваниями чаще всего. Много рисков. Но когда идет возраст, там уже все присоединяется. Женщине за 40 сложно забеременеть, потому что женские половые клетки практически не жизнеспособны. И хотя медицина давно шагнула вперед, в некоторых случаях вспомогательные репродуктивные технологии бессильны. В нашей стране нет возможности осуществлять процедуру ЭКО, но основные этапы подготовки к нему проходят здесь, и только после этого женщины выезжают за пределы Абхазии. Система такая, значит, они приходят ко мне, Минздрав их посылает ко мне, я их готовлю, обследую их, пишу свое заключение, то есть пишу вид бесплодия, то есть женское, мужское, именно какое, гормональное, трубное, какое бесплодие, я это выставляю диагноз. Эти документы посылаются в клинику, клиника смотрит по анализам и по диагнозу, они выставляют счет. В среднем это от 500 до 700 тысяч. Приезжает вот сейчас тоже репродуктолог, у которой великолепные результаты. Мы с ней работали уже практически, я не знаю, лет 10 мы с ней работаем и с нашими беременными. Очень хорошие результаты у нас. Она приезжает и будет вести прием 19-20 в медицинском центре Илифия. Так что пары пусть записываются. Вот приходят ко мне, 8 лет нет бесплодия. Что вы 8 лет делали? Я ходила туда, я ходила туда, я ходила туда. Нельзя ходить ко всем врачам, потому что есть врачи, которые репродукцией человека не занимаются. У нас есть, есть там центр планирования семьи, есть центр Илифия, куда приезжают наши тоже коллеги. У нас здесь в роддоме есть репродуктологи, которые давно этим занимаются, которые по 35, по 40 лет работают и занимаются этим делом. Поэтому нужно обратиться к знающим, профессионалам, которые именно этой темой занимаются. И проводить свои, не ждать 8 лет и 15 лет тоже.
Нужно отметить, что помимо ЭКО к вспомогательным репродуктивным технологиям относятся внутриматочная инсеминация, использование донорских яйцеклеток, суррогатное материнство, заморозка яйцеклеток, мужских половых клеток или эмбрионов для использования в будущем, предимплантационная генетическая диагностика. Все эти технологии являются сложными и дорогостоящими медицинскими процедурами, и их применение регулируется законодательством. В нашей стране для применения большинства из этих методов отсутствуют как финансы, так и законодательство. Поэтому в программу вошло только ЭКО. Наше правительство просило меня предоставить программу ЭКО, сколько пойдет на эту программу денег. Мы как-то все подавали, объясняли все, но так и осталось, потому что это очень большая сумма денег на эту программу. И потом уже после этого перешли вот на такую программу, которую мы подготавливаем, и женщин уже готовых отправляем на ЭКО. А там им делают именно вот эти вспомогательные репродуктивные технологии в зависимости от того, какая им нужна. Суррогатного материнства у нас нет. В Абхазии у нас нет закона. Вот, если кто-то хочет суррогатное материнство, это все делается в России, но там свои законы и свои моменты. Яйцеклетки, это тоже здесь у нас нет, тоже нет закона никакого. Если они донорские клетки пары получают, они их получают там, где это есть, все это закреплено законом, они дороже обходятся им. А в Сочи есть, да, близлежащие есть? Да. И вот из тех вот этих 54, которые сейчас вот прошли, там очень много возрастных, и там почти 30% мужского бесплодия. Не следят, потому что это проследить тоже тяжело, нужно просто обследоваться. Каждый должен думать о своем здоровье и о своих желаниях, которые он в жизни хочет осуществить. Ни одну пару не обследую женщину, пока я не обследую мужчину. Первое, что, потому что им нужно сделать 2 обследования, которые только 2 обследования, причем совершенно безболезненные, совершенно нетрудные, сделать и поставить диагноз. А с женщиной поработать надо очень долго, и со всякими болезненными вещами и процедурами встречаются. Поэтому первое, что нужно сделать, обследовать мужчину. Если мужчина не обследован, а женщина начали женщину обследовать, это неправильный подход к делу. У нас есть семьи, которые уже имеют 1 ребенка и хотят 2, но мы стараемся, значит, оплачивать, пропускать те семьи, которые вообще не имеют детей, то есть они у нас находятся в приоритете. Да, в этой программе заложено 30 миллионов, а она у нас будет до конца этого года, до 2025. Мы надеемся, что на все те обращения, которые у нас уже есть, этого бюджета хватит, но, конечно же, обращений очень много еще. Статистика свидетельствует, что одна попытка ЭКО приводит к наступлению беременности в среднем в 30-35% случаев. Однако вероятность успеха может варьироваться в зависимости от возраста женщины, причины бесплодия и других факторов. Многие пары беременеют со 2-й или 3-й попытки, а некоторые и после большого количества процедуры ЭКО. Важно помнить, ЭКО не всегда является гарантией беременности, но оно дает шанс стать родителями, когда другие методы не помогают. Успех ЭКО во многом зависит от настроя пары, доверия врачу и соблюдения рекомендаций. Не стоит отчаиваться после неудачной попытки, так как многие пары беременеют в последующих циклах. ЭКО – это серьезная медицинская процедура, и она дает надежду многим парам, мечтающих о детях. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!